Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Очистка от тяжелого мусора прибрежных арктических районов. Якутия продолжит участие во всероссийской акции «Чистая Арктика». Погасить долги перед лесопожарными поручил правительству глава Якутии. Проверку провела и республиканская прокуратура. Обретенное чувство безопасности. В регионе завершена вакцинация паралимпийских спортсменов и тренеров. Министерство ЖКХ и энергетики Якутии планирует полностью перевести своих потребителей на электронные сервисы. Это позволит не только упорядочить работу коммунальщиков, но и выработать систему прозрачности начисления за потребление ресурсов. Об этом сообщил руководитель регионального ЖКХ во время итоговой коллегии министерства. Рассмотрены основные вопросы – это цифровизация коммунальных служб, отопительный сезон, планы работ на предстоящий год и концепция развития системы ЖКХ на ближайшие 5 лет. Так, по словам министра, в ближайшие годы проделают большую работу в сфере ЖКХ и энергетики. Значит, по концепции ЖКХ энергетики у нас еще большая задача стоит – это цифровизация отрасли, это переход на объединенный платежный документ, это, значит, привлечение инвестиций в отрасль ЖКХ. Инвестиции могут быть разные, как частные, так и федеральные. В текущем году сделано очень много работы в части привлечения инвестиций из федерального бюджета. Так, на прошлой неделе мы защитили, значит, первую заявку среди регионов Российской Федерации по получению займа из Фонда национального благосостояния, в рамках которого мы будем реализовывать строительство котельных, источников тепловой генерации, также строительство тепловых сетей для подключения частного сектора к централизованным источникам теплоснабжения. Между тем, втрое выросло количество якутян, предпочитающих удаленно решать коммунальные вопросы. Самым популярным интерактивным сервисом Дальневосточной энергетической компании в Якутии стал личный кабинет клиента. По сравнению с прошлым годом количество аккаунтов увеличилось втрое. На 1 ноября в сервисе «Личный кабинет» зарегистрировано более 100 тысяч лицевых счетов жителей республики. Сервис позволяет пользователям без комиссии оплачивать тепловую и электрическую энергию. Оплата зачисляется на лицевой счет клиента моментально, а на электронную почту приходит электронный кассовый чек. В следующем году Якутия продолжит участие во всероссийской акции «Чистая Арктика». От металлолома очистят все прибрежные арктические районы республики. Напомним, летом этого года в поселке Тикси прошел субботник, где собрали и вывезли около 300 тонн металлолома. Весь этот так называемый тяжелый мусор, благодаря поддержке якутских железных дорог и через Севморпуть, вывезли в Комсомольск-на-Амуре для переплавки. Как сообщил министр Арктики Якутии Владимир Черноградский, очистка от металлолома арктической зоны продолжится и в следующем году. На эти цели выделено более 100 миллионов рублей. Сделан план мероприятий на 2022 год, и по этому плану у нас во всех районах уже начнется вот такие движения, как «Чистая Арктика». Да? Она не только население будет участвовать и волонтеры, но в том числе и предприятия готовы участвовать в этой программе. Поэтому в следующем году мы планируем намного очистить нашу Арктику, и, естественно, придут большие компании, которые войдут и в Тикси, и Ущанский район. По ним, конечно, определены все задачи и поставлены им планы. В Ленске продолжают бороться с захватчиками земель. Незаконно занятые территории под сельское хозяйство в черте города были выявлены еще 2 года назад. Анна Кожевникова разбиралась в проблеме. Земельные войны разгорелись в Ленске еще 2 года назад, и нет им завершения. 2 проблемных объекта фермерские хозяйства расположены в черте города на незаконно захваченных территориях. Летом мы уже обращались к этой теме, и тогда срок сельхозпроизводителям был дан до 1 сентября привести в порядок территорию и освободить ее. Причем на безвозмездных условиях фермерам предоставили помещение на бывшем птичнике для содержания скота. На дворе конец ноября, а буренки все так же в стойлах, свиньи в апельсинах. Здесь навести порядок, все снести, переместись туда, подготовить там. Там мы не успеем, там все разваленное. Я не против, я не развалено. Вы же не обязательно, вот там есть каменное здание, есть деревянное.
Не обязательно все Там, вы где у вас, здание а другую взяли. сторону посмотрите. Вы какой-то ищите. кусок Там внутри же перегородку, камера есть мы нормально. туда поедем, определимся. Эти земли по улице Автотранспортная, 12 не оформлены должным образом. Это были районные земли. И Киева района при бывших руководителей, ну, как-то так негласно, типа, занимайтесь. Вот. Потом приведете все в соответствие, земли оформите. Но на тот момент, может, там и можно было как-то заниматься, но сегодня уже нельзя. В этом году мы там их заставили по автотранспортной очень много мусора убрать. Но опять идет захламление. Мы буквально вот на днях были. Что касается незаконно занятой территории возле микрорайона Теплый стан, зима скрасила картину. Мух и запаха, на который жаловались жители, сегодня нет. Летом именно эти факты стали причиной обращения к общественному совету. Мы подняли все документы, выяснили, что там назначение участка под растениеводство, а там находится животноводство. Соответственно, все это пахнет и несет в квартиры. Там незаконно занятая территория. То есть мало того, назначение территории под растительность, там, а не животноводство. То есть, в принципе, жалобы обоснованы. Ну, то есть документы, материалы все переданы в администрации. И та, в свою очередь, также установила срок до 1 сентября освободить незаконно занятую землю. К тому же сельхозпредприятие в принципе не должно располагаться вблизи жилых кварталов. Мы главе города этот вопрос опять задали, потому что последнее решение было главы города. Есть у нас документы, что 1 сентября придет техника, если вы не приведете в соответствие, все это будет вывезено, откультивировано. К тому же именно на этой территории по проекту должна идти дорога в микрорайон Теплый стан. В зиму хороший хозяин и собаки на двор не выгонит. Видимо, этим руководствовались фермеры. Но весной надзорные службы и общественники вернутся к этой проблеме. Ну а мы будем следить за развитием событий и ждать кардинальных решений. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Идем далее. В Якутской республиканской офтальмологической больнице запустили централизованную систему подачи кислорода. Она позволит подавать кислород в операционные и палаты пробуждения. Помимо этого, разводку кислорода сделали и в общих палатах, чтобы при необходимости перепрофилировать их или передать для ковидного отделения. Оборудование российского производства привезли из Санкт-Петербурга. Весь медперсонал прошел курсы обучения. В операционной проводится анестезиологическое пособие нашим пациентам, и кислород там крайне необходим для работы тех же самых наркозных аппаратов. Плюс к этому это и вопросы и реабилитации, когда необходима подача соответствующего газа для организма человека. Поэтому мы в этом плане смотрим на перспективу. С этого дня наша больница перестанет нуждаться в поставках кислорода извне. Мы сами будем его производить для нужд наших пациентов. Глава Якутии поручил правительству решить вопрос с погашением задолженности перед участниками ликвидации лесных пожаров. Такую задачу С.А. Николаев поставил перед первым вице-премьером правительства Дмитрием Садовниковым на совещании. В настоящее время четверть участников ликвидации лесных пожаров еще не получила выплаты. Данный вопрос взят главой под личный контроль. Также проверку провела республиканская прокуратура. По ее итогам установлено, что начисление доплаты за аварийно-спасательные работы в особо сложных и особо опасных условиях труда 386 работникам авиалесохраны было проведено в нарушение закона без применения повышенного районного коэффициента 150% от должностного оклада. По представлению прокуратуры республики от 15 сентября текущего года в адрес правительства республики произведен перерасчет указанных доплат на сумму 7 миллионов 900 тысяч рублей. Их выплата планируется до 15 декабря текущего года. Кроме того, прокуратурой республики проводится проверка прав лиц, участвовавших на добровольной основе в тушении лесных пожаров, на получение в полном объеме оплаты за выполненные работы по гражданско-правовым договорам. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Восстановление их прав находится на контроле прокуратуры. Пострадавшим на производстве в Якутске вручили ключи от автомобилей. В рамках программы реабилитации пострадавшего Фонд соцстрахования по республике ежегодно закупает автомобили для людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в этом году в регион завезли 14 машин. Одним из получателей стал Аял Челбодуков, в январе этого года получивший травму позвоночника. Сам мужчина проживает в Сунтарском районе. На получение ключей он прилетел с семьей. Обратно он вернется уже на собственном автомобиле.
Программа реабилитации пострадавшего есть, где вписано, что пострадавшему что необходимо. Скажем, кресло-коляска, технические средства реабилитации, это будь костыли, там, трости, подгузники, лекарственные средства, проезд на санаторно-курортное лечение. Все это предоставляет региональное отделение фонда. Автомобили выдаются безвозмездно раз в 7 лет. По истечении 7 лет при предоставлении всех необходимых документов они могут получить повторно еще раз. В Якутии завершена вакцинация паралимпийских спортсменов и тренеров, которые готовятся к чемпионату России. О том, как протекают тренировки и о правилах посещения спортивных комплексов, узнавала Марферина Алексеева. 6 раз в неделю Саргалан Семенов посещает спортивный комплекс «Триумф». Здесь, за усиленными тренировками, он проводит большую часть дня. Сейчас спортсмен готовится к Кубку России, а также к чемпионату России по легкой атлетике. До получения прививки Саргалан сидел дома. Рассказывает, что побаивался выходить. Теперь нисколько не жалеет. Если бы я отказался от вакцинации, я дома бы лежал. Еще бы в деревню лежал бы. Я считаю, что всем надо вакцинироваться. Сейчас везде требуют QR-коды. Я раньше никуда не ходил, сейчас свободно. Очень ответственный, одним из первых получил вакцину. Еще примечательно тем, что он выполнил норматив мастера спорта в спринтерской дистанции, что для якутского народа это очень редкое явление. Обретенное чувство безопасности Василия вполне оправдано, ведь вход посетителей спортивных и тренажерных залов республики осуществляется строго согласно введенным требованиям о предъявлении подтверждаемого QR-кода. Вакцинация – это не только билет в кинотеатр, там, на каток, да? Это прежде всего бережное отношение к своему здоровью, к своим окружающим и своим близким. В развитых странах, допустим, в Европе, люди уже давным-давно вакцинированы, поэтому жить полноценной жизнью, участвовать в соревнованиях, провести тренировочный процесс намного легче, намного безопаснее. А у нас люди чуть-чуть побаиваются. Хотелось бы, чтобы люди осознали то, что вакцинироваться – это нормально, это безопасно. И чтобы люди приходили со своими детьми в спортивные залы, в манежи, занимались и оздоровляли свое здоровье. А ведь статистика не обманет. На прошлой неделе численность вакцинированных граждан в Якутске составила 70%. Показатель заболеваемости в столице снизился и на сегодняшний день составляет 40-45% от общей заболеваемости в республике, когда, как совсем недавно, было 50% и даже выше. В условиях текущей эпидемиологической ситуации вакцинация – это единственный способ обезопасить себя и своих близких. Марферина Алексеева, Павел Пахомов, Якутск. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.